В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 год вырастут на 13-15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. В основном рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента. При этом уже в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%. Увеличатся зарплаты и в частном секторе, однако это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечает Центральный банк. Так, только в январе рост номинальных зарплат в частном секторе увеличился с 9% до 12%. Согласно статистике Центробанка, больше всего оплата труда выросла в нефтеперерабатывающей отрасли, в сфере химического производства, в отрасли производства автотранспортных средств и в сфере полиграфической деятельности. Что касается Якутии, то в этом году на выплату зарплат направят около 80 миллиардов рублей. Средства планируется направить из расходной части госбюджета республики. Данный вопрос руководитель региона Егор Борисов обсудит в Минфине Российской Федерации. В Минфине Российской Федерации будет продолжен наш диалог по межбюджетным отношениям. Большая нагрузка ложится на бюджет республики в связи с повышением зарплат. Это почти 80 миллиардов рублей расходов. Поэтому нам нужна поддержка, и это будем решать с министром финансов Российской Федерации, сказал Егор Борисов. В свою очередь, так называемые алмазные провинции республики готовы направить 10% от своих сумм дивидендов, получаемых от компании «Алроса», на повышение зарплат бюджетников в своих районах. Правительство Якутии планирует подписать с алмазными провинциями дополнительное соглашение, в котором обязуется в 2019 году из госбюджета компенсировать отвлеченные средства дивидендов, которые будут направлены на повышение зарплат свыше этих 10%. Отмечу, что более 90% дивидендов в этом году составляют для каждого алмазного района 385 миллионов рублей. Эта сумма направляется в качестве инвестиций на районные проекты. В прошлом году 8 районов республики получили более 657 миллионов рублей дивидендов от «Алроса». А вот добыча алмазов группы «Алроса» за начало 2018 года составила 7,4 миллионов карат. Снижение произошло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с сокращением добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки «Мир» в результате аварии в августе 2017 года, а также вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом. Между тем, компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах – подземном руднике «Удачный» и «Север-Алмаз», добыча на которых увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года. Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 миллионов карат. По предварительным данным, объем продаж алмазов «Алроса» в первом квартале 2018 года составил 13,3 миллионов карат, в том числе 10,1 миллионов карат алмазного ювелирного качества. Сделка по продаже 10% акций «Алроса Нюрба» будет завершена в ходе наблюдательного совета «Алроса». Он пройдет в Москве уже на этой неделе. Представители Якутии поставят вопросы по дивидендной политике компании. Об этом также сказал руководитель региона Егор Борисов. Около 1000 молодых кадров из разных районов Якутии планируется трудоустроить в Аймяконском районе республики в этом году. Госкомитет по занятости населения Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с филиалом горно-геологического техникума в Устнере. В планах организации производственной практики студентов, трудоустройства выпускников и выход на дуальные образовательные программы. Землю под инфраструктуру ТОР будут выдавать быстрее. Изменения в закон о территориях опережающего развития предлагает внести в Госдуму Минвостокразвития Российской Федерации. Предполагается, что поправки коснутся процедур и сокращения сроков создания объектов инфраструктуры ТОРов. В данный момент отсутствие инфраструктуры по ряду площадок тормозит запуск новых производств. Строительство сдерживается процедурами выделения необходимых земельных участков. Поэтому процедуры изъятия земельных участков для создания инфраструктуры ТОР будут сокращены до полугода.
А вот резидент ТОР «Южная Якутия» создал более 180 новых рабочих мест и привлек 800 миллионов инвестиций за полгода. Речь идет о компании «Сервис Интегратор Якутия», которая реализует проект по добыче каменного угля на месторождении Восточная Денисовка в Нерингринском районе республики. За первый квартал 2018 года добыча угля превысила 130 тысяч тонн. Резидент также приобрел более 30 единиц горнорудной и вспомогательной техники. Это экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, буровые станки и другая техника. После ввода в эксплуатацию всей закупленной техники резидент планирует вывести добычу на уровень 220 тысяч тонн угля в квартал. Якутскую древесину могут начать экспортировать на филиппинский рынок. Создание совместного предприятия по переработке и экспорту якутской древесины на филиппинский рынок поддержали на заседании Межправительственной комиссии Россия-Филиппины. Об ее итогах сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. Он также отметил, что сотрудничеством заинтересовался председатель и генеральный директор филиппинской лесопромышленной компании Consolidated Wood Products Incorporated господин Рамон Юи. Так, господин Юи намерен посетить Якутию уже этим летом, чтобы встретиться с потенциальными местными партнерами для создания зарегистрированного в Якутии совместного предприятия, которое будет ориентировано на переработку древесины и экспорт на филиппинский рынок. Компания «Газпром» для нужд магистрального газопровода «Сила Сибири» в период навигации этого года перевезет более 160 тысяч тонн грузов. В этом году компания «Газпром» снижает объем грузов для нужд магистрального газопровода «Сила Сибири» до 160 тысяч тонн, но будет увеличен объем перевозки по зимникам. Это плановое снижение, так как объект будет сдан уже в 2019 году, сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Напомню, что по магистральному газопроводу «Сила Сибири» газ центров газодобычи в Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.